Покупки в интернет-магазинах стали обыденным делом, но любители шопинга на диване часто подстерегают неприятные сюрпризы. По сути, в интернет-магазинах никто не застрахован от покупки кота в мешке. Именно такую схему обмана использовали жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, высылая покупателям копеечный товар вместо дорогого. Злоумышленники считали это бизнесом и очень удивились, что у правоохранителей другой взгляд на их деятельность. Тему продолжит Ольга Павлова. Полиция, откройте! Если не откроете, будем ломать дверь. Ранним мартовским утром никто из предполагаемых мошенников гостей не ждал. Но притвориться, что никого нет дома, когда на пороге сотрудники полиции и Следственного комитета в сопровождении бойцов Росгвардии, тоже возможности не представилось. За свою негостеприимность хозяину пришлось отвечать перед представителями закона. Вы слышали, что вам стучат? Да. Почему не открывали дверь сотрудникам полиции? Непонятно, 6 утра же. Что случилось? Прошу прощения. Прощение, судя по всему, троим обвиняемым из Санкт-Петербурга и Ленинградской области придется просить у потерпевших, точное количество которых предстоит установить следствию. Злоумышленники размещали в интернете объявления о продаже дорогих сотовых телефонов, цена которых была тысяч на 5-10 дешевле, чем у других продавцов, и уловка срабатывала. Участники преступной группы сообщали то, что они являются официальными дилерами сотовых компаний, изготавливающих телефоны, в связи с чем у них на старте продаж имеются большие скидки. Этим они и подкупали граждан. Но на почте доверчивых граждан ждало большое разочарование. В посылке находился копеечный телефон, иногда даже бывший в употреблении. Что называется, получите, распишитесь в собственной наивности. Специально в посылках они оставляли пометки покупателей, согласно которой приобретатель товара имеет возможность вернуть товар. Однако обменов и возвратов, конечно же, никаких не происходило. Напасть на след группы чувашским оперативникам удалось совместно со Службой безопасности Почты России. По ходатайству Следственного комитета России по Чувашии в отношении троих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в совершении 13 эпизодов мошенничества организованной группой лиц с причинением значительного ущерба. В ходе обысков было изъято около 200 тысяч рублей, 30 сотовых телефонов, оргтехника, банковские карты, почтовые извещения и другие предметы, представляющие оперативный интерес и имеющие доказательственное значение по делу. По оперативной информации, обвиняемые причастны к аналогичным фактам, и в отношении жителей других регионов страны ведется следствие.